Махмуд Али Калиматов посетил открывшийся в Пятигорске музейно-выставочный комплекс «Моя страна, моя история». Второй день голосования в городской совет города Сунчжи. Расскажем об активности наших граждан. Татами, футбольные мячи, мешки, кимоно, спортинвентарь и полную амуницию сегодня передали в ФОК Плиева. Здравствуйте, это новости 24. Махмуд Али Калиматов посетил открывшийся в Пятигорске музейно-выставочный комплекс «Моя страна, моя история». В торжественной церемонии запуска третьего на Северном Кавказе мультимедийного исторического парка приняли участие полпред президента России в СКФО Юрий Чайка, главы субъектов Северного Кавказа, представители духовенства и другие почетные гости. На сегодня в стране уже функционирует 21 мультимедийный музейный комплекс. В экспозиции представлен федеральный и региональный компонент с подробным описанием региона Кавказских минеральных вод. Также представлен историко-аналитический обзор субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Подробности в сюжете. Открытие исторического комплекса совпало с 240-летием города Пятигорск. Обращаясь к собравшимся, Юрий Чайка отметил, что новый музей один из самых больших в стране. Это поможет не только школьникам и нашей молодежи, но и всем посетителям почувствовать причастность к более чем тысячелетней истории Отечества. Сенсорные столы и экраны, коллажи, проекторы, сенсорные киоски, кинекты. В павильонах музея использованы различные формы информационных носителей. В общей сложности экспозицию формирует более 1000 единиц мультимедийной техники. Также использованы приемы видеоинфографики, анимации, трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Поздравляя жителей Ставропольского края со знаменательным событием, глава Ингушетии отметил значимость подобных проектов для сохранения историко-культурного достояния страны и укрепления межнационального единства. У нас век технологий. И сегодня молодым людям доступно с интересом в нашей плоскости времени познавать историю. Здесь атмосфера другая. Здорово, здорово. Вот теперь у нас задача номер 2, наверное, чтобы у нас тоже сделать. И мы это уже закладываем там некоторые нюансы, чтобы нам тоже сделать. Нам это очень нужно. Экспозиция состоит из 4 разделов. Выставка Рюриковича, выставка Романовы, выставка 1914-1945 годов от великих потрясений к Великой Победе и выставка «Россия. Моя история». Все понятно, источники есть, откуда есть, и все это можно сравнивать. Это же ученые труды, это же те высказывания, которые говорят величайшие люди, которые излагали их и письменно, и устно излагали. И они перенесены здесь. Вам везет. Спасибо. Вот, поэтому я жму руку своему коллеге Владимиру Владимировичу и поздравляю жителей всех Ставропольского края. В ближайшее время подобные объекты откроются в Пскове и Владивостоке. Ставропольский край стал первым регионом, в котором в рамках проекта будут работать сразу 2 музея – в Ставрополе и Пятигорске. Хава Гагиева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиф. Новости 24. Председатель правительства Владимир Сластенин встретился с экоактивистами республики. Встреча прошла у подножия Столовой горы. Обсуждали вопросы окружающей среды, сохранения водных объектов, обеспечения жителей чистой питьевой водой и многое-многое другое. Муслим Ганиев с подробностями. У подножия Столовой горы сегодня многолюдно. Нет, это не туристы собрались для восхождения на вершину. Экоактивисты ждут начала встречи с председателем правительства Ингушетии Владимиром Сластениным. Но прежде премьер оценил работу ингушских ремесленников в виде 3 беседок, мангалов и огнищ. Я от имени главы Республики Калиматова Махмуда Али Макшариповича выражаю слова благодарности нашим активистам молодежным. Глава давно предлагал, что в горах надо обустроить вот такие точки, где бы наши жители на более высоком уровне, культурном уровне проводили свои выходные дни. Чтобы это не было диким образом. Это уже близко к цивилизации, по образу Европы. И самое главное, что мы сохраняем природу. Модератор встречи – руководитель Центра молодежных инициатив Адам Мальсагов, спикеры, члены правительства во главе с председателем Владимиром Сластениным. Экоактивисты обсуждают вопросы, которые волнуют не только их,
но и всех жителей республики и важны для каждого человека. Среди основных тем значится сохранение окружающей среды, чистота водных объектов и вопросы предпринимательского характера. Символично, что встреча экоактивистов с председателем правительства проходит на фоне гор и лесных пейзажей у подножия Столовой горы. Со всех сторон доносятся звуки природы и запах вареного мяса. Но участников встречи это никоим образом не отвлекает, и беседа продолжается. Экоактивист Сунжинского района Зураб Дзейтов волонтерской деятельностью занимается около 10 лет. За это время он вместе с другими неравнодушными жителями района проводили не один субботник по очистке берегов реки Сунжа. Молодого человека также волнует загрязнение рек республики жителями путем сброса туда канализационных отходов. Мы, ребята, еще со школьной скамьи, как бы сказать, начали свою работу и по сегодняшний день продолжаем активно вести борьбу с загрязнителями, очищаем берега от мусора, также ведем агитацию, информационную работу с жителями, живущие близ берегов реки Сунжа. Также активно сотрудничаем с разными экологическими движениями и проводим совместные экоакции. Загрязнение Сунжа – это проблема не одного Сунжинского района. Этот вопрос касается и всех других республиканских рек. К сожалению, находятся те, кто загрязняют водоемы и реки, сбрасывают туда бытовой и строительный мусор, а также канализационные нечистоты. Что с ними делать? Наказывать рублем. Дело в том, что у нас Сунжа является федеральной рекой. Федеральная река – это вся прерогатива Росприроднадзора. Мы, как наши инспектора, не имеем права ни оштрафовать, ни выехать. В том числе даже вот очистки этих рек, по идее, мы должны извещать Росприроднадзор. Их заниматься, да. А мы их судом. На всю республику Росприроднадзора один инспектор государства. Все, на всю республику. Членов ассоциации ремесленников республики волнует вопрос создания для них площадки, где мастера смогли бы проводить свои мероприятия, мастер-классы, обучающие семинары. Всего в объединение входит около 120 мастеров от гончаров до ювелиров. В декабре прошлого года они открыли первый город мастеров в Карабулаке, но спустя некоторое время были вынуждены съехать. Не договорились с хозяином, который предоставлял помещение. У нас было место, которое мы называли «Город мастеров». Нам его выделили бесплатно. Мы год почти там находились и встречали многих гостей, которые приезжают с соседних республик, с России, и показывали мастер-классы, учили нашу молодежь, кого-то подтягивали. И, естественно, мы сейчас уже лишились этого помещения, и это очень сильный удар оказался по нашей работе. Председатель правительства обещал с вопросом разобраться, а ремесленникам представить конкретные предложения и видение, как все должно быть. Попросим вас написать просьбу на имя главы. Глава поддержит. Просто также надо понимать, что это аудитория или все-таки это там мастерские. На встрече также поднимались вопросы сохранения животного и растительного мира Джайравского района, создания очистных сооружений в городах республики, обеспечения жителей региона чистой питьевой водой, а также размещения в населенных пунктах Ингушетии мест раздельного сбора мусора и его дальнейшая переработка. Ну а в завершении беседы напутственные слова от председателя правительства и вручение подарков в виде блокнотов ручной работы, покрытых войлочным материалом. Муслим Ганиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. В Сунже выбирают депутатов городского совета. Основной день – воскресенье. Но чтобы максимально защитить людей от инфекции, им дана возможность отдать свой голос и сегодня, и завтра. Обязательное выполнение определенных требований безопасности. Подробно о том, как проходит выборный процесс, расскажет Хава Гагеева. Но прежде чем сделать свой выбор, нужно пройти ряд индивидуальных правил. Измерение температуры, обеззараживание рук, и уже после вход свободен. Не игнорируют санитарные нормы и Малика Газмагомадова. Надеть маску, перчатки, взять одноразовую ручку. Следовать строго по стрелочке. Все происходит на автомате. Многодетная мать верит, что новыми силами придут и новые решения социально важных вопросов. Каждый раз выбор шелчана голосовать. فإذا بيرش ويدرجي دنيا بيرش دهليلش مدي بيرشن دكمل خزمل خزدلش خدات ترتيش الستيسش.
4 партии, 9 избирательных участков, 20 мандатов и 50 кандидатов. В избирательной комиссии 906 все готово. Сам процесс – дело нескольких минут. Ну а в случае возникновения вопросов члены комиссии всегда помогут. Он показывает или паспорт, любое другое удостоверение личности, не передает в руки, а именно вот показывает. Если он есть в списках, мы здесь его находим, отмечаем, он расписывается. Если человек из другого участка, ну мало ли, да, пришел человек, мы его записываем в дополнительный список. Он забирает бюллетень, идет в место для голосования и делает свой выбор. Как и на голосовании, по поправкам в Конституцию эти выборы растянули на 3 дня. Именно поэтому в раннее субботнее утро здесь не так многолюдно. Члены комиссии отмечают, работа идет складно и без всяких эксцессов. Ничего сложного нет. Можно сказать, что достаточно активны были избиратели в предыдущий день. Это был первый день. У нас проголосовало более 100 человек. Ну, я думаю, что и сегодня неплохо. Тамерлан Альгиев тоже не остался в стороне. Для него сегодняшний день важен. Мне важно будущее нашей республики, в том числе и города. Я уже для себя определил, какую партию я выбрал. Я думаю, что в дальнейшем это поможет нашему городу. А чтобы выборы проходили без нарушений, за всем следит строго команда наблюдателей. Участковая избирательная комиссия начала свою работу с утра. Все проходит в штатном режиме. Люди приходят, голосуют, они остаются равнодушными. Чтобы сделать свой выбор, далеко ходить не нужно в прямом смысле этого слова. Удобно, быстро, а главное прямиком с доставкой на дом. Бекан Арабханов уже не помнит, сколько посетил выборов с момента совершеннолетия. Однако последние 6 лет выдались тяжелыми из-за болезни. Но это не помешало ему исполнить свой гражданский долг. У избирателей впереди еще один, но самый важный день, чтобы сделать свой выбор. Проголосовать можно как на участке, так и на дому. Здесь важен лишь ваш голос. Хава Гагиева, Магомед Шаухалов, Новости 24. Есть вещи, которые надо уметь делать самому. Навыкам оказания первой медпомощи обучали в медицинском колледже имени Тутаевой. Там в рамках всероссийской акции «Помоги первым» прошел тренинг при участии Центра медицинской профилактики совместно с волонтерами. Подробности нашего корреспондента. Вовремя оказанная первая помощь – это спасенная жизнь. А спасенная жизнь – это немало. Даже со стороны религии жизнь ценится очень высоко. В любой непредвиденной ситуации, будь то ДТП, несчастный случай, когда счет идет на минуты, многое зависит не только от профессионализма врачей, но и от времени оказания первой медицинской помощи. И здесь первостепенное значение имеют грамотные действия тех, кто оказался рядом с пострадавшим. От их знания зачастую зависит жизнь человека. Теорию тут же подкрепили практикой. Студентам показали на учебном манекене, как правильно сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 28, 29, 30. Считаем мы для того, чтобы мы сами слышали это, для того, чтобы не запутаться. Это тоже имеет очень большую роль. Как мы делаем искусственное дыхание? Вы все вы знаете, что искусственное дыхание рот в рот или рот в нос. Потому что дыхательные пути, верхние дыхательные пути – это рот и носоглотка. Врачи не всегда могут подоспеть вовремя, поэтому каждый гражданин должен уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. Медики всего мира проводят обучающие занятия для населения, чтобы в экстренной ситуации люди не поддавались панике и смогли спасти жизнь человека. Эльбрус Картоев, сегодняшний экзаменатор, делится своим опытом. На моей практике был случай, когда у нас в городе, где я живу, произошла авария. И я был первым, кто подоспел на эту аварию, и мне пришлось оказывать соответствующую помощь. У нас человек был с потерей сознания, и, к счастью, у него остановки сердца не было, алхамдулилла. Я провел соответствующие меры, еще вызвал скорую помощь, передали его бригаде скорой помощи и на этом помог человеку. Учитывая ситуацию на дорогах республики, информирование жителей о способах оказания первой медицинской помощи просто необходимо. Лариса Малороева, студентка 3-го курса. Еще в начале своего обучения прошла семинары по этой теме, но все равно решила прийти и освежить свою память. Конечно, мы уже последний курс, мы это уже все знаем, когда были еще на младших курсах, нам старшие курсы все это показывали, объясняли, но все-таки хорошо освежить снова информацию. Было бы неплохо, если бы это все показывали через 2 месяца с интервалом как бы.
Как правило, многие ребята сначала думают, зачем им это нужно, но после нескольких мастер-классов становятся в очередь, чтобы получить ценные советы. После одной только такой лекции 40 присутствующих смогут в дальнейшем спасти кому-то жизнь. Организатором мероприятия стал Центр по профилактике, который на своей базе обучает волонтеров. Они участвуют в образовательных семинарах, проводимых именитыми профессорами. Медики-активисты проводят мероприятия по профориентации школьников, обучают первой медицинской помощи, в том числе и онконастороженности. Также Центр, участвующим в волонтерской работе, на время пандемии коронавирусной инфекции предоставил возможность обучения, спецобучения, предоставления сертификатов и возможности работать в отделениях, перепрофилированных под COVID-19 с официальным трудоустройством на время пандемии. Пополнить ряды волонтеров могут абсолютно все, вне зависимости от пола, возраста, профессии. Мы будем рады школьникам, ординаторам. Судя по всему, занятиям по оказанию первой необходимой медпомощи студенты остались довольны. Дальше уже они по цепочке будут делиться своим опытом с родными и близкими. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24. Свежий подход к обыденным тренировкам. В физкультурно-оздоровительный комплекс Плиева завезли спортивный инвентарь и необходимую для борцов форму. Такой подарок сделало Министерство спорта региона. Подробности в нашем сюжете. Пара ударов кулаками и точный хук ногой. Сегодня это не просто тренировка, а проба нового инвентаря. Воспитанники спортивной школы селения Плиева распаковывают подарки от Министерства спорта региона. Шведская стена, татами, футбольный мяч, мешки, кимоно, борцовское трико, лапы, ракетки для тайквондо, пневматические и обычные груши. Тренер по дзюдо Магомед Султыгов в день обучал 70 человек в 3 смены. Теперь он сможет принять больше людей в своей секции. Еще вчера его тренировочная площадка была в 2 раза меньше, а сегодня увеличилась благодаря комплексу татами. Весенний глобальный карантин сковал спортсменов практически всего мира. Спорткомплексы нашей страны также были закрыты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Весь этот период ребята могли тренироваться только у себя дома, для того, чтобы хоть как-то поддерживать физическую форму. Физический форм потерять делал хами я нервал яншада бибата прибатан биабис лхата шегез дохшож қайгиш генгш хлара сагамат борлатанс хамат бакап дохобрш хасас борж жесерен ванж готовится жбош. ФОК обзавелся новыми атрибутами благодаря инициативе одного местного жителя, который обратился с просьбой о содействии в приобретении инвентаря к полномочному представителю президента России в СКФО Юрию Чайке. В полпредстве отреагировали незамедлительно и дали поручение профильному министерству оснастить спортивные объекты всем необходимым. Запросы, да, бывают. Мы их всех рассматриваем в порядке очереди и по мере возможности мы пытаемся оснащать наши спортивные объекты. На самом деле сейчас ведется такая работа, не все, наверное, знают, но в основном больше половины ФОКов относятся к муниципалам, а не к Минспорту. Мы хотим после Нового года забрать все эти ФОКи под управление Минспорта, и уже тогда будет ясно, что не хватает каждому отдельному ФОКу, и будем уже помогать. Вольная борьба, бокс, самбо, тяжелая атлетика, дзюдо и футбол. Оздоровительный комплекс Плиева посещают ежедневно 500 человек. Благодаря помощи Минспорта воспитанникам не придется вставать в очередь для массирования груши, подъема на канат или отработки удара с напарником. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.
Наставник, педагог, литературовед, человек, посвятивший развитию национальной литературы почти полвека. Абу Мальсагову сегодня исполнилось бы 83 года. Им собраны и выпущены в свет уникальные работы по ингушскому фольклору. Благодаря его труду сегодня есть полное представление обо всех писателях-ингушах, творивших с конца 18 столетия. За многие годы Мальсагов стал автором учебников хрестоматий по ингушской литературе. Начало литературной деятельности Абу Мальсагова относится к студенческим годам, когда он учился на историко-филологическом факультете Чечено-Ингушского государственного педагогического института. Уже тогда в периодической печати публиковались его рецензии, критические обзоры и литературоведческие статьи. Он внес весомый вклад в ингушскую литературу, также систематизировал и собрал все труды наших писателей. Ингушский Белинский, так по праву назвали единственного ингушского литературного критика, вспоминает Лейла Тамасханова, главный редактор журнала «Литературная Ингушетия». Мы можем заглянуть в эти источники и сказать, у нас столько писателей, они написали столько-то произведений, и они по своему содержанию носят вот такой характер. Это огромная информация. Причем он это сделал, начиная с конца XVIII века, начав с братьев Цискаровых, которые писали уже тогда в известных российских и грузинских печатных изданиях. Поэтому это колоссальнейший труд, колоссальнейшая работа профессиональная. Нам сегодня его неким заменить. Абу Мальсагов – автор многих учебников, хрестоматий, программ и учебных пособий по ингушской литературе для средней и высшей школ, на которых выросло несколько поколений ингушей. Более 40 лет он плодотворно трудился над записью, исследованием и литературной обработкой ингушского фольклора и изучением сложных проблем зарождения и развития ингушской литературы XX века. В различные годы были изданы его книги «Ингушский фольклор», «В боевом строю» и «В ногу с эпохой». Та история вей цинцады, фольклорца. Ма нукнин хуждыш, вейтики халдацерс, халга вейтик фельг мларри, фельг сагу вашер белла лар. Ханжох, фельгиш молдарё хан хамдыс. История дыз ёх, цукамын цунах, цукамын нах, хан хамдыс ёх, с хан хам ёх, знах дикада ец долш, дисклут доч, фельги хиспи дыз ёх. Вейт садар фельг болушаны мгитис доса. Östünde, nur aus der geht zu kommen, zu kommen, zu kommen, nicht an der. Da tagen es weit. Fällt dort Haller Bahn durch, es hat Ayazir Bahn durch, tagen Jule Jiveis. Da zunde, weit zu all der Wege Historie mit durch die. Но один из самых весомых его вкладов в развитие ингушской литературы – журнал «Литературная Ингушетия». Абу Мальсагов стал инициатором его создания и последние 10 лет жизни работал редактором журнала. На его страницах публиковались многие неизвестные широкой публике произведения ингушских авторов. Мальсагов постоянно работал с творческой молодежью, наставлял начинающих писателей. В течение 15 лет он руководил республиканским творческим объединением молодых писателей. Для них он организовывал конкурсы и стимулировал для самосовершенствования. Язди булуш был нахи, кезги язди цашкош халхош булбан булуш был, он язн хой баркш берегиже, дишта жил бирш хулур цаники. Чехки в Саиду Мальсагов обоз плив Махмад Саиду чак ахигр уж язди хош булуш был нах вайкамни гир гуч бахиртш. Мухули язди же булуш ши язди ждал хамдат вха сагак даху кулуар хатсавеш фхит даху огнаха ахитш асхам леш дялевш. Цкани чак ахигр жнах хагуч бах خيرتش صق حنت دوش دو تصدق أصليل دير يوازن خو باس صغيرة اسقال مع أبو بول زلست دايوا قبل وجد الحمد لله. Очень творческий человек, человек, который всю свою жизнь достойно нес патриотическую линию. Для него ингушский народ, ингушская литература, ингушский культурный пласт было основой всей его жизнедеятельности. И таких людей, конечно, у нас было много. Каждый на своей линии. И поэтому мы должны о них помнить, знать и достойно проводить ту линию, которая была ими начата. И мать, и отец он сильно опекал, уважал. И нас тоже. Вот мы брат и сестра только у него.
Абу Мальсагов умер в марте 2007-го на 70-м году жизни. Собранный им за долгие годы архив – бесценное национальное достояние ингушей, кладезь ингушской литературы и фольклора. Дана Плиева, Новости 24. На площади Алания в Магасе состоялась велогонка. Организаторами мероприятия выступил Минспорт Ингушетии. По условиям состязания участникам необходимо было преодолеть 300-метровую дистанцию за максимально короткий отрезок времени. Лучше всех с этой задачей справился спортсмен из велоклуба «Малгобек» Нурми Амаев. Среди велогонщиков, как новички, так и опытные спортсмены. На самый юный участник Магомед Шамурзаев приехал из Моздока, полной решимости победить независимо от того, кто его соперники. Залог успеха все-таки не в велике. Только если ты хорошо натренирован, на тебя не повлияет никакой велик вообще. Но велик прибавляет, конечно, он может быстрее скоростя переключать, вилка может быть хорошая, но это по бездорожью. А так все зависит от человека. Я сегодня приехал с Малгобека с самим ходом, так скажем, на велосипеде. Жалко, что участников очень мало, но надеюсь, в следующий раз будет больше. Поклонников велоспорта в этом году ждет еще один заезд, но уже на марафонную дистанцию. В планах регионального Минспорта проведение ряда спортивных состязаний, приуроченных к Всероссийскому Олимпийскому дню. Плотность такого графика объясняется тем, что все ранее запланированные мероприятия в Ингушетии пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Помимо этих соревнований, у нас проводятся соревнования по стрельбе из лука в городе Малгобек. И планируется в Сагапчах провести мини-футбол среди ветеранов. И 19 числа у нас проводится открытый турнир по дрэг-рейсингу в городе Сунже на автодроме. Следите за новостями на канале Ингушетии и до встречи в эфире.